128 тысяч новобранцев пополнят ряды российских вооруженных сил этой осенью, и столько же было призвано весной. Все они в обязательном порядке проходят медосмотр. Главная задача медиков на этом этапе – определить категорию годности призывника. Всего их 4, начиная от А, который относит ребят, годных к военной службе, и заканчивая Д-категорией, которая предполагает исключение с воинского учета ввиду хронических заболеваний. Категория годен Б3. С чем я могу направить его служить, он с этой категорией имеет право ехать и служить. Даже несмотря на то, что у него искривление носовой перегородки. Если даже призывник отказывается от операции. Естественно, я его обследую, смотрю и направляю на обследование. Но он имеет право отказаться от операции. Но имеет право также ехать и служить. Всего в Назрановском районе больше 800 человек призывного возраста. Военный комиссар напомнил, что в правила нынешнего призыва внесены изменения. Так у новобранцев появилась возможность уйти в запас досрочно в случае определенных обстоятельств. К примеру, рождения второго ребенка. Из-за пандемии пришлось поменять схему работы, признается военный комиссар. Но с 1 октября все проходит уже по отработанной системе. Призывникам несколько раз проводят тесты на ковид, поэтому вспышки вируса в войсках за прошлую кампанию удалось избежать. Дезинфицируем все помещения военного комиссариата, медицинские комиссии, где врачи сидят. Полностью сделаны линии разметок. На данный момент у нас выявлен только один случай такого призывника, такого гражданина мы сразу как-то на скорой помощи отправили, отделили его от общества. С учетом опыта весенней призывной кампании молодых людей максимально изолируют от посторонних и отправят в места несения службы отдельными вагонами и авиарейсами. У нас уже состоялось. Первую отправку мы отправили 16 числа. Количество команд из 13 человек, это с Назрановского района. А так была большая команда. Первую отправку мы отправили. Сейчас в дальнейшем 24, 29, в дальнейших числах предстоит отправить опять же наших призывников. С 15 октября в Генеральном штабе работает горячая телефонная линия. Специалисты отвечают на все интересующие вопросы, которые касаются призыва на военную службу этой осенью. Хава Газикова, Магомед Белакиев. Новости 24.